Никогда не поздно жить и творить. Творчество – это дар Божий, говорят члены народного клуба «Шедевр», который объединяет вышивальщиц города Уфы. Вышили то, что приятно каждому для души. Познакомились между собой. И я пригласила к себе домой чай попить. Ну и вдруг мне в голову стукнуло, думаю, а дай-ка я что-то такое интересное сделаю. Написала клуб «Шедевр», на дверь повесила. Это женский клуб, который увлеченно занимается вышивкой. Вышивка именно крестиком. Цель которого в основном это украшение интерьера, украшение быта. А индивидуальность придать собственному жилищу, согреть его собственными руками, вот это очень важно. Я выросла в семье, где очень всегда высоко ценилась красота. Особенно мой отец был эстет. И меня всегда тянуло, вы знаете, в древность, вот, в античность. Мне кажется, что в какой-то прошлой жизни я там жила. Вот настолько живо это у меня всегда в моем сознании, что я даже не видя картину какую-то, я себе представляю. Вот я бы хотела вышить, например, очень красивое тело, очень красивое лицо. И ищу. И вдруг мне попадается вот такая картина. Я, конечно, вот загораюсь и начинаю ее вышивать. Кажется, вышивать по готовым эскизам – занятие нехитрое. Однако, когда оно превращается в настоящий бальзам для души, стоит обращать на него самое серьезное внимание. Вышивальщица, во-первых, должна видеть работу не только как схематичную такую работу, она должна видеть краски, которые там должны быть отражены в этой картине. Она должна чувствовать эти краски, она должна воспринимать их так, как она воспринимает, и в сравнении с природой. Народный клуб «Шедевр» возник в 1999 году. Более 15 лет члены клуба работают по каталогу «Золотое руно». Выбирая чью-то, может быть, авторскую картину или какой-то рисунок, или, может быть, даже готовую схему, женщина все равно на эту вещь смотрит своими глазами. Через вышитую картину передает свое внутреннее состояние. Если спокойно на душе вышиваются спокойные мотивы, природа спокойна, наша красивая природа, цветы вышиваются. Если что-то бурлит, клокочет, можно взять и вышить водопад бурлящий. И даже в этой пене увидеть какие-то силуэты, какие-то образы увидеть в этом. На вышитых полотнах сама жизнь. Пейзажи, цветы, животные, натюрморт, портреты романтических героев. Каждый вот создает свой шедевр. Вот каждый, вот вышивая, мы каждый создаем шедевр. Как здорово, что из веков минувших к нам возвратилось то, что греет душу. Искусство, ремесло ли, без сомнения, мы этому не придаем значения. Ведь главное, к нам вновь пришло умение иголкой с ниткой наших рук послушных явить на свет прекрасное творение. Когда человек вкладывает свое отношение в то, что он делает, работа все равно она становится одухотворенной. И люди все равно тянутся к этим вещам. Надо, чтобы это там была динамика, жизнь. Поэтому и картины мои такие, например, на прошлой выставке, там тоже бегущие от грозы, молния сверкает, катающиеся в античных таких нарядах на качелях. У меня вот есть вышитые малина, абрикосы, вышитые яблоки. И так мне захотелось арбуз. И я вот нашла такую схему и вышила арбуз. Но когда они висят дома, вот, например, у меня муж ляжет на диванчик и любуется. Ой, вот висит, вот, допустим, малинка, так бы и сорвал вот ее и съел. Когда уношу картины на выставку,
Ну, когда ты принесешь? Ну, когда ты принесешь? Даже посмотреть нечего, не на что. Даже малинку нельзя съесть. Ну, вот так вот приходится уж. Говорю, ладно, потерпи немножечко, повисят, принесу домой, повешу, будешь малинку кушать. Выставки картин, вышитых рукодельницами Народного клуба «Шедевр», можно увидеть в галерее «Урал», в школах, училищах и дворцах культуры. Дети, внуки – это только очередь. Все только и просят: бабушка, вышли мне цветы, бабушка, вышли мне там какую-то игрушку. Недалече, как в прошлом году, я, например, на свадьбу своей внучки вышила очень красивую икону. Икона со смыслом, которая приносит в дом благополучие, любовь и долголетие. Иногда хочется погрузиться не просто вот в природу, в цветы какие-то красивые, а просто заглянуть куда-то вот вглубь веков, в какую-то древность. Вот выбирая эту картину, мне тоже очень понравился сюжет, городской мотив именно вот старой Вены, именно зимней. И что вот эту вот зиму можно передать вот этим набором ниток. Я вот к этой картине тоже очень долго шла. Ну, посмотрю, она мне нравится. Раз посмотрела, два посмотрела. Пока я решилась вышла, наверное, то годы прошли. Когда я вышла, конечно, вот чувство удовлетворения, как и от всех картин, оно непередаваемо. Шедевром для каждой мастерицы является собственное творческое воодушевление. Вышивальщицы уверены, что эти занятия дарят им душевный покой, удовлетворение и здоровье. Когда я увидела уже готовая работа, которая висит на стене, никаких ковров не надо, никаких украшений не надо. Вот картины эти висят в доме, они дают и уют, и красоту, и душевность такую дома, и неординарность. Это квартира и в единственном количестве. Она такая одна, больше других нет. Мне каждая картина дорого. Пусть она будет, ну, не совсем красивая, может, она кому-то не нравится, но вот она мне дорогая. Она, может быть, не выставочная, ее на выставку нельзя выставить, но она мне нравится. Вот я недавно вышла одну картину, называется «Утренний зов». Она не выставочная, она очень простая. Но вот мне понравилось, что там стоит на берегу озера, стоит лось, и он зовет лосиху. Вот мне вот этот самый момент понравился. А там вдали лосиха идет. Ведь женщина как птица. Ведь это именно она согревает своим теплом, своей красотой, своим умом, своим талантом свое жилище и делает его привлекательным. И делает из обыкновенной квартиры жилище, дом делает. Научили меня в Уфе, когда мы приехали в 1941 году из Белоруссии, институт именно препарат. И вот мамины лаборантки, девчонки 16-летние, своих мотканных вот тряпочек делали мне, моим братьям, рубашки там, и научили меня вышивать. Специально, чтобы я украшала. И я вышивала братьям, себе вот эти вот неказистые платьица. Потом я стала учителем и учила, классный руководитель, учила своих девочек. Мы никогда мальчикам не дарили никакие на 23 февраля. Мы вышивали им салфетки с монограммами. Раньше просто крестик и все. А сейчас и крест, и полкреста, комбинированные кресты, и в одну ниточку, и в 3, и в 4. То есть техника очень на высоком уровне. Вот. И даже сравнивать, вот я, наверное, лет 10 ездила к тетке, и старую ее работу смотрела. Во-первых, канва какая была плохая. На простом материале, крестик неровный. А сейчас на какую картину не поглядите. Крестик один к одному, работа идеальная. И сидишь до 4, до 5, мамоньки, а утром надо кормить семью, отправлять каждого на работу. И вот 2 часа, и силы появляются. И вроде и выспалась, и думаешь, ой, скорее бы они все ушли. Скорее, чтобы силы опять дальше вышивать. Мама, ты себя плохо чувствуешь? Я говорю, хорошо чувствуешь. Вот ты сидишь красная. Я говорю, сейчас пройдет. Через полчаса подходит и говорит, о, как ты хорошо выглядишь. То есть это вот подстегивает к нашему внутреннему
собиранию нас, вот все нервы собираются в комок, и они концентрируются только на одном, на вышивке. Все плохое уходит, остается только хорошее. Я, например, пришла к вышивке после трагедий. У меня за очень короткое время практически вся семья ушла из жизни. Прихожу домой, и одни слезы. И вот один прекрасный человек мне так сказал: займись чем-нибудь, отвлекайся. Я начала вышивать. Без вышивки я даже не представляю, чтобы день прошел. Даже с работы придешь, я работаю, надо обязательно что-нибудь. Вот даже нет настроения, я утром встаю, или, допустим, я все равно сяду, повышиваю, потом поднимется настроение, начинаешь делать свои дела. Я не знаю, вообще не представляю без вышивки, что это такое, как можно жить. У меня подруга, которая судоки, кроссворды разгадывает, они все время тратят на такое занятие. А я говорю: ну вот мы уйдем, а что ты оставишь? Это, да, это печальная такая вот тема. Я говорю: а что ты оставишь? Ничего. А я вот оставлю картины своим внукам, своим детям, которые будут висеть и 100 лет. И еще и правнукам, и праправнукам. Штук 40 было работ, хороших, серьезных. И как-то дочь, шутя: мам, будешь отписывать, ты мне вот эту, ты мне вот эту. Ой, я вот, значит, подумала, думаю, да что ж такое, надо теплыми руками подарить. Собрала на следующий день всех детей. Я говорю: какие нравятся, берите. Бабушка, а можно 2? Можно, берите 2. И вот так вот раздала много картин. Очень много я вышила для своих знакомых и для себя суры из Корана. Очень люблю вышивать и мечети. Когда вышиваешь, приходит какое-то спокойствие, какая-то уверенность, защищенность, наверное. И это, конечно, многократно увеличивается, когда делаешь вот суру. Люди вышивали всегда. Это руки, это душа, это ручная работа, которая именно энергетикой заряжена. Это не мертвые картины. Каждая картина имеет смысл и свою энергетику несет. Пусть вышивают все вокруг, и девочки, и бабушки. Ведь вышивка для нас любимый друг и славная забавушка. Я хочу, чтобы все, у кого есть свободное время, кто не знает, чем заняться, пришли вот к такому вот рукоделию, каким занимаемся мы. Творческое объединение вышивальщиц «Клуб Шедевр» не единственное в городе Уфе. Созданные человеческими руками картины согревают каждый дом, каждую душу.